В годы репрессий миллионы семей пострадали от жестоких гонений. Депортация коснулась многих народов, в том числе и азербайджанцев. Наш собственный корреспондент в Баку нашла очевидцев тех трагических событий. Подробности расскажет Парвана Рагимова. Массовая коллективизация и последовавшее за ней насильственное переселение из родных домов. В 30-е годы прошлого века тысячи семей в Азербайджане сталкивались с такой участью. В Казахстан и Республики Средней Азии в то время депортировали многих людей, которых клеймили врагами народа. В Казахстан вынужденно было переселено около 1200 крестьянских семей. В 1933 году 900 семей, а в 1934 году еще 87 семей были высланы из страны и поселены в специальные лагеря, в которых жили политические заключенные и их семьи. По подсчетам, к концу 30-х годов из Азербайджана в Сибирь и Среднюю Азию было выслано около 100 тысяч человек. Свидетельница тех времен Мадина Алифханова была 5-летней девочкой, когда ночью пришли и за ее семьей. Их осудили за то, что дедушка не поддержал коллективизацию. Не пощадили малолетних детей. Даже в свои 90 лет она хорошо помнит пережитое. Нас привезли из Губы в Баку, а оттуда на пароходе направили в Казахстан. Помню, нас разместили в трюме парохода. Много людей было, все стояли в воде. С большими трудностями добрались до города Аральск. Позже оттуда были переселены в поселок Куланды. В семье нас было 4 детей. К нам казахи относились хорошо. Родственность наших языков очень помогала. Отец работал в рыбном хозяйстве. Спустя некоторое время тетя приехала и нашла нас. Они разрешили забрать меня и сестру, пообещали, что отца тоже отпустят. Они сдержали свое слово. Спустя год отец тоже вернулся. Поддержку, которую оказал братский народ Казахстана в годы депортации, спасла многие семьи. А родственный язык и близкая по духу казахская культура позволили многим азербайджанцам адаптироваться и обрести новую жизнь. Парвана Рагимова, Эльшан Шахбалаев, Наиль Бабаев, Хабар 24, Азербайджан, Баку.